Смотрите новостной выпуск на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого утра. Вечеринка с продолжением. Накануне ночью в столице республики прошли рейды по выявлению нарушителей антиковидных мер. Первый пошел. Авиакомпания «Ютейр» совершила первый полет по маршруту Москва-Якутск. Неделя выходных уже началась. Расскажем, что подготовила служба интернет-вещания НВК «Саха» и как предлагает провести эти дни. Вечеринка с продолжением в отделе полиции. В Якутске ночью прошли рейды по выявлению нарушителей антиковидных мер. 6 баров и ночных клубов работали несмотря на запрет. Но гуляние пришлось прервать с появлением силовиков. Мадина Халикова с подробностями. Перед тем, как заступить на службу, полицейские проходят стандартную процедуру. Сами защищены масками, и каждый сотрудник привит. Ведь те места, куда им придется отправиться, не только небезопасны в бытовом, но и в эпидемиологическом плане. Всех поделили по отрядам в соответствии с отделом и распределили по округам Якутска. Проводить рейд по ночным заведениям правоохранители идут вместе с административной комиссией. Будем выявлять те заведения, которые нарушают указ главы. Ну и уже в отношении них будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, который подразумевает штраф от 30 до миллиона рублей. То есть в зависимости от формы, от юридической формы. Это либо ИП, либо ООО. Наша съемочная группа поехала с первым отрядом, и первые 2 злачных места, к удивлению, были закрыты. Но уже в самом центре, старом городе, после 10 вечера вовсю работал караоке-ресторан. Посетителям и администрации заведения наш визит пришелся не по душе. Не работаем в 18, мы просто затянулась выводка гостей. А как вы закрывались-то? Время уже 11 ночи. Нет, представьте, у нас все пустые залы. Весь зал основной, он пустой. Остались только гости. В 10 часов вечера все должно быть закрыто. Нет, мы выгнали всех в 10 часов вечера. Просто остался вот один зал с проблемными гостями. Мы не смогли их выгнать вовремя. А вот отказ надевать маску гости аргументируют тем, что уже привиты и переболели, а свое нахождение в баре объясняют просто: мы ждали такси. Я привит. Я переболел. И? Я пытался отсюда выйти в начале 10-го. В начале 11-го, скажем так, да? Но пришли данные граждане, сказали, что мы что-то нарушаем. И по факту мы здесь уже больше часа были. Полиция провела профилактическую беседу, персонал доставили для разъяснений в отдел. А мы поехали дальше, и чем позднее становилось, тем запущеннее случаи нам встречались. Маленький неприметный клуб собрал вокруг себя толпы народу. Но при виде сотрудников и телекамер быстро оставили посетителей замерзать на улице и забаррикадировали вход, чего не сделаешь, чтобы избежать ответственности. А в это ночное заведение нас решили не пускать. Прямо перед входом закрыли двери. Но там сейчас происходит очень шумная вечеринка и, конечно же, без соблюдения всех ковидных требований. Мы, конечно, подождем еще немного, но вряд ли нам здесь откроют. И действительно, открывать нам не стали, а гостей потихоньку распускали через запасный выход. Компания девушек, пряча лица, вообще не понимала, что сейчас все веселье может быть строго до 22 часов. Так просто сюда пришли? Погулять? Ага. Просто стоите возле клуба, да? Да. В клуб не заходите? Мы умеем трезвый гулять, танцевать. Просто танцевать. Просто потанцевать пришли? Да. А знаете, что нельзя танцевать-то сейчас? Конечно, Хэллоуин. Ну, праздник же. Все хотят веселья и вечеринок, но нужно помнить о том, что все вечеринки сейчас запрещены. Но, пожалуй, самая массовая вечеринка этой ночи была в неприметном с виду клубе в строительном округе. Чтобы попасть внутрь, пришлось задействовать группу внедрения. Они сработали четко, и буквально через полчаса на этом костюмированном празднике жизни появились люди в погонах. Организаторы и работники клуба быстро умыкнулись, скрывшись в толпе, оставив оправдываться гостей, которые уже изрядно выпили. Почему не сидится дома на карантине? А мы собирались домой на карантин. Собирались домой на карантин 12 ночи, когда с 10 вечера все должно работать. Девушки, скажите, а вам вообще не страшно ковидом-то заболеть? Нет. Не боитесь, что заразитесь-то здесь? Без масок стоите. Ну, как видите, с нами вообще никто не хочет общаться. Люди стыдливо прячут лицо и совершенно забывают о собственном здоровье.
Вечеринка здесь быстро закончилась, и теперь путь всех посетителей, а это не менее 150 человек, один в отдел полиции. Самых буйных, а таких в этом клубе немало, задержат минимум на 2 суток. Воспользовавшись ситуацией, пьяные гости стали распылять перцовый баллончик прямо в толпу. В попытках сбежать на лестнице устроили давку. Можно ли это назвать цивилизованным отдыхом? Вопрос риторический. Всего этой ночью проверили 43 ночных заведения в Якутске. 6 из них нарушили ограничительные меры. Теперь их ждет крупный штраф, а если захотят устроить вечеринку повторно, закрытие до 90 суток. Такие рейды пройдут в течение всего локдауна, так что организаторам нужно 10 раз хорошо подумать, устраивать ли ночные гуляния, так как последствия сильно ударят по карману. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. К другим темам. Вопросы развития авиатранспортного комплекса Якутии обсудили на совещании в правительстве. Среди них это субсидирование межрегиональных авиаперевозок и выполнение авиаперевозок внутри республики. В настоящее время ведется работа по расширению механизма субсидирования на местные перевозки, что должно позволить снизить стоимость авиабилетов для жителей республики. Также продолжается реконструкция аэропортов республики. Из 32 аэропортов Якутии в комплексный план вошли 16. По ряду из них реконструкция и ремонт уже завершены. Еще одним вопросом обсуждения стала малая авиация. В этом году использование Ан-2 для доставки продовольственных товаров первой необходимости удешевило завоз и увеличило охват труднодоступных населенных пунктов Арктики. Новая схема завоза дает экономию свыше 400 рублей за каждый килограмм. Авиакомпания «Ютейр» совершила первый полет по маршруту Москва-Якутск. Это стала 5-й авиакомпанией, которая сегодня совершает полеты по маршрутам Якутск-Москва и обратно. И стала 10-й авиакомпанией, которые будут принимать международный аэропорт Якутск. Многие пассажиры очень хорошо отзываются о появлении этой авиакомпании на карту полетов из Якутска. Это не только дает выбор пассажирам, но и возможность без каких-либо преград совершать полеты в центральные города России. По словам капитана воздушного судна, отныне «Ютейр» будет выполнять полеты в Москву 3 раза в неделю. Профилактические рейды по недопущению выхода на неокрепший лед проводят инспекторы ГИМС в Якутии. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели беседы с населением в Якутске и рассказали правила безопасного поведения на водных объектах. Также напомнили телефону экстренных служб и раздали листовки и памятки. Особое внимание было уделено рыбакам, которые выходят на лед в запрещенных местах, несмотря на огороженные участки. Между тем, тариф на перевозку судами на воздушной подушке повысился на переправе Якутск-Нижний Бестях. С сегодняшнего дня стоимость проезда составляет 1500 рублей в одно направление. Увеличение тарифа связано с ухудшением ледовой обстановки, говорят судоводители, занимающиеся пассажирскими перевозками. Всего на линии задействовано 20 судов на воздушной подушке и ежедневно с 7 утра до 6 вечера по заполняемости. Трансфер пассажиров поезда также будет выполняться на судах на воздушной подушке. В период интенсивного образования шуги или достава для перевозки будут задействованы 5 аэроботов «Тайфун». Всероссийская премьера якутского фильма «Тыгын Дархан», созданного по мотивам одноименного романа Василия Яковлева-Далана, состоялась в Москве. Показ прошел в Центральном доме кино. Самый масштабный фильм в истории якутского кинематографа собрал максимальное количество зрителей. Как московская публика восприняла фильм «Тыгын Дархан» и какое будущее ждет киноленту, расскажет Айсена Бурнашова. Память – это достоинство человека. И я хочу, чтобы в нашей России память была всегда жива. Этой премьеры москвичи ждали с нетерпением. Фильм «Эпос», фильм «История» рассказывает о событиях 16-17 веков, когда разоренные племена пытается объединить предводитель Тыгын Дархан. Минуя столетия, сквозь большой экран они дошли до наших дней. Москва ликует. Очень рада, что сегодня посмотрю этот фильм. Я слышала, что это очень грандиозная съемка. Там вообще очень много людей захвачено. Более 10 тысяч актеров, массовых сцен, пейзажей 14 якутских сел. Масштабные съемки охватили 4 времени года. Батальные сцены, невероятные конные трюки.
Чего стоят декорации и костюмы актеров? Их воссоздали, основываясь на археологических раскопках 17 века. Все это не осталось незамеченным. Фильм вызвал большой интерес, прежде всего исторический. Мы вообще страну свою очень мало себе представляем, особенно в дописьменный период. И та реконструкция, которая проведена режиссером кинокартины, художниками, она, конечно, заслуживает огромного внимания. Ты весь внутри этого действия. То есть ты следишь за судьбой героя, ты следишь за всеми даже малюсенькими событиями. Мы должны возродить именно национальную премьеру в Центральном доме кинематографистов. Сегодня это уже, я считаю, именно старт дан для премьер национальных именно. И таких масштабных, как «Тыгын-Дархан». Аутентичность фильма, историю якутского народа готовы показать и иностранному зрителю. Уже в следующем году фильм «Тыгын-Дархан» выйдет в международный прокат. Этнический фильм очень редкостный. Тем более, если есть этническая война, которая поднимает клан и тот район, это очень эффективно. И я думаю, что этот фильм пройдет на разных стран мира, как Китай, США, Великобритания, Канада, Южная Корея. У фильма большое будущее, ведь он о самом важном. Кинолента, как и одноименный роман, повествует о духе свободы через единство народа. Создатели фильма максимально передали атмосферу того времени. Зрители лейтмотив уловили. Для нас это огромное удовольствие, тем более для людей, которые живут в Москве. Это просто огромная радость посмотреть на свои родные земли, на родные края. Это очень удобно и хорошо, что фильм «Тыгын-Дархан» показали в Москве. И я была бы очень рада еще раз посмотреть его, потому что мне очень понравилось. Следующие показы якутского Тыгына-Дархана состоятся уже после нерабочих дней. Киноленту уже ждут в 150 кинотеатрах России от Южно-Сахалинска до Петербурга, а также в странах СНГ. Айсена Пурнашова, Джур Березкин, Москва. Неделя выходных уже началась. Служба интернет-вещания НВК «Саха» предлагает провести эти дни за просмотром уже полюбившихся передач, а также оценить новый сериал, который будет доступен с сегодняшнего дня на сайте телекомпании. Для удобства телезрителей в сентябре прошлого года запущено мобильное приложение НВК «Саха», где транслируются телепередачи в режиме реального времени каналов НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт», а также новостная лента и архивы популярных передач. На сегодняшний день его установили порядка 62 тысяч пользователей. Приложение доступно на iOS и Android. Также весь архив передач можно найти на наших YouTube-каналах. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.